Наш эфир продолжит новости. В студии Иван Лазаренко. Смотрите в этом выпуске. Улучшать условия отделений почтовой связи в Якутии и наращивать объемы перевозимых грузов. Глава республики встретился с генеральным директором Почты России. В Мирнинском районе начинается исполнение комплексного плана развития здравоохранения. Мероприятия рассчитаны до 2025 года. В чем секрет семейного счастья? Наши коллеги попробовали найти ответ на этот непростой вопрос. Почта России намерена улучшать условия отделений почтовой связи в Якутии и наращивать объемы перевозимых авиасообщением грузов путем сотрудничества с местными авиакомпаниями. Также у федерального предприятия есть планы по открытию в якутских городах постаматов для интернет-покупок. Эти и другие вопросы накануне глава республики Айсен Николаев обсудил с Максимом Акимовым. Встреча прошла в городе Мирном, куда генеральный директор Почты России прибыл с рабочим визитом. Айсен Николаев и Максим Акимов говорили о модернизации почтовой связи, в том числе о содержании местных отделений, которых в Якутии насчитывается 431. Генеральный директор компании сообщил о намерении привести в порядок те отделения связи, в которых на сегодняшний день требуется ремонт. Речь шла и о необходимости улучшения логистики товаров с появлением скоростного интернета, в том числе в отдаленных населенных пунктах, и кратным увеличением интернет-покупок. Мы обсудили весь спектр наших вопросов, заканчивая от цифровизации почтовой отрасли, от появления новых постаматов для выдачи вот как раз интернет-покупок в наших городах, заканчивая вопросами содержания почтовых отделений в самых маленьких наших деревнях. По всем вопросам мы нашли точки соприкосновения, мы понимаем друг друга, так наша команда уверена, что мы и в дальнейшем сделаем все, чтобы Почта России на территории республики развивалась во благо ее жителей. В Мирнинском районе начинается исполнение комплексного плана развития здравоохранения. На его реализацию до 2025 года выделят свыше 994 миллионов рублей. Средства пойдут на повышение качества оказания первичной медицинской помощи, строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, приобретение современного медицинского оборудования и другие мероприятия. Комплексный план развития здравоохранения Мирнинского района разработан Минздравом республики в этом году по поручению главы. В его реализации по трехстороннему соглашению участвуют региональное правительство, администрация района и компания «Алроса». Во время рабочей поездки в Мирнинский район Айсен Николаев ознакомился с ходом исполнения плана и обратил внимание на направления, на которые стоит обратить особое внимание. Также глава поставил задачу в ближайшие годы довести укомплектованность по врачебному персоналу до 80%, по среднему медицинскому персоналу до 90%. По моему поручению разработана и принята сейчас комплексная программа модернизации здравоохранения в Мирнинском районе. Это очень важно, потому что, к сожалению, за прошедшие десятилетия здесь система здравоохранения очень отстала. И сейчас вот по этому плану уже работы начался капитальный ремонт, в том числе и поликлиники здесь в Мирном, в Светлом идет ремонт, и в других лечебных учреждениях приобретается новая медицинская техника. И вместе с тем, конечно же, меня очень тревожит, что укомплектованность медицинскими кадрами по Мирнинскому району ниже среднереспубликанской. У нас сегодня на 60% всего лишь врачебным персоналом укомплектовано Мирнинское здравоохранение в целом, так района, и всего лишь на 70% это средний медицинский персонал. Задача стоит в ближайшие годы довести это до 80% укомплектованности по врачебному персоналу и до 90% по среднему медицинскому. Также глава Якутии Айсен Николаев провел выездное заседание оперативного штаба по координации строительства и реконструкции объектов, реализуемых в рамках национальных проектов и государственных программ республики. В ходе работы рассмотрен ход строительства кардиососудистого центра, онкоцентра, а также объектов по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Так, онкоцентр рассчитан на стационар на 180 коек и поликлинику на 210 посещений в сутки. Также на заседании оперативного штаба рассмотрены вопросы строительства больничного комплекса на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения в смену в Усть-Мае, поликлиники на 200 посещений в смену Таттинской центральной райбольницы, второй очереди больничного комплекса в Чурапче, больничного комплекса на 73 койки в городе Вилюйске и больничного комплекса на 22 койки с поликлиникой на 104 посещения в смену в Хану. Айсен Николаев потребовал усилить контроль за ходом работ на данных объектах.
Это самый современный на Дальнем Востоке кардиоцентр, который предполагается объектом, который будет все услуги здравоохранения по кардиологической части, по сосудистой части проводить и абсолютно на новом уровне, с самым современным оборудованием, с самыми современными подходами к лечению. Поэтому для нас на сегодняшний момент это самый большой вызов сделать его своевременно, качественно и в конце этого года, чтобы он уже был полностью способен принимать пациентов. Ну и, конечно, это, поскольку это федеральные средства, это в рамках единой субсидии Минвостокразвития. Это очень, для нас мы очень благодарны, что такой объект вошел в эту программу. И, конечно, для нас он тем более ответственный, поскольку мы должны оправдать доверие, которое нам федеральные наши коллеги оказали в части того, чтобы такой объект на территории республики у нас появился. По данным оперативного штаба, на 11 июля выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции. В том числе город Якутск 51 случай, Алданский район 7, Нерюнгринский и Жиганский районы по 6 случаев, Мернинский район 5 случаев, Вилюйский 4, Верхневилюйский район 3 случая, Мегино-Кангаласский, Аймиконский, Сунтарский и Чурапчинский районы по 2 случая. Единичные случаи зафиксированы в Верхоянском, Нюрбинском, Тампонском и Хангаласском районах. За сутки лабораториями республики проведено 2816 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 215 179 тестов. За сутки в республике ликвидировано 37 лесных пожаров. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников на заседании оперативного штаба. Первый вице-премьер отметил, что по состоянию на 11 июля на территории Лесного фонда республики принимаются меры по тушению 85 лесных пожаров. Локализовано 19. На тушение лесных пожаров задействовано 3017 человек и 356 единиц техники. С начала суток обнаружено 19 новых очагов. Дмитрий Садовников сообщил, что за прошедшие сутки самолет Ан-26 для искусственного вызова осадков отработал в Хангаласском и Горном районах и городе Якутске. Кроме того, работают вертолеты МЧС России. А на тушении пожара на территории природного парка Ленские столбы задействованы вертолеты Министерства обороны России. На 11 число на территории республики всего 305 пожаров, из них тушится 85. Территория охвата пожаров – это 1 242 000 га. За сутки ликвидировано 37 пожаров и локализовано 19 пожаров. К сожалению, пожары тоже добавляются, и их за сутки добавилось 19. Сегодня заключительный день 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары», которые проходят в селе Бердигистях Горного Улуса. Во второй половине дня идут финалы и запланировано абсолютное первенство по борьбе «Хапсагай». Как отметили участники состязаний, организация «Игр Манчары» проведена на самом высоком уровне. Ну а мы напоминаем, что торжественную церемонию закрытия 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» в прямом эфире покажут телеканалы и YouTube-каналы «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт» сегодня в 21 час по местному времени. Также трансляция церемонии закрытия будет доступна и в мобильных приложениях НВК «Саха» и «Игры Манчары». Кормят вкусно, волонтеры работу свою хорошо выполняют. И вообще хорошие условия, как и организация самих соревнований очень хорошая. 3-е место на якутских прыжках. Спасибо большое. Довольны своими прыжками? Да. Ну, думаю, для первый раз прыгала якутские прыжки вообще. 3-е место занять, думаю, хорошо. Все организовано на высшем классе, и все здорово, спасибо, просто здорово. В России сегодня отмечается День рыбака. Профессиональный праздник рыбаков традиционно отмечают во второе воскресенье июля. В рамках этого дня в городе Якутске на озере Щорса прошло уже 4-е по счету лично-командное городское соревнование по рыбной ловле на поплавковую удочку под названием
«Ловись, рыбка». Позакидывать удочки пришли 46 человек. Среди участников не только мужчины и женщины, но и дети. Номинаций несколько. Например, самый первый улов или у кого самый большой улов по весу в общей сложности. После старта соревнований буквально через 15 секунд первым поймал рыбу школьник Артур Татаринов. Отметим, состязание проводится с 2017 года. Ну, немножко обрадовался, то, что первый поймал рыбу. И, конечно, немножко растерялся, куда идти, показать один. Я и папа, мы вдвоем в команде одной. Ага. Да, рыбачил. Там, где дача рядом, там озеро есть, там рыбачим тоже, этих глянчиков ловим, ага. Уважать, любить и ценить друг друга герои нашего следующего сюжета умеют. Супруги Касьяненко прожили вместе более полувека. В алмазную столицу прилетели после бракосочетания. В чем же секрет семейного долголетия, узнавала Иванна Филиппова. Как можно этого мужчину не любить, когда он работал, а я в школу ходила? Представляете, все девчонки обзавидовались. Первый подарок будущего мужа Нина Касьяненко хранит более полувека, как талисман их совместной семейной жизни. В этом году они отметили золотую свадьбу. Молодые познакомились в Светловодске. Ей было 14, ему 18. Анатолий с первого взгляда полюбил Нину, дарил цветы, водил в кино и таскал школьный портфель. Затем служба в армии. За 2 года влюбленные написали сотни писем, а в 71-м сыграли свадьбу. Через месяц молодожены прилетели в Мирный и сразу устроились работать в комбинат стройматериалов. Он сварщиком, я работала и бетонщицей, и арматурщицей. И поэтому все дома, которые есть частица нашего труда. А я успел и в КСМ отработать, и в УМТС. Для Анатолия Касьяненко эти 2 предприятия «Алроса» стали родными. Более 20 лет он посвятил строительству, а в управлении материально-технического снабжения отработал до пенсии. Коллеги его помнят как ответственного и высококвалифицированного специалиста. 38 лет, проведенные в составе компании, это достойный результат. Вы завершали трудовую деятельность в УМТС, но до этого прошли длинный трудовой путь. И я считаю, что это достойно уважения, достойно быть примером для каждого сотрудника. За личный вклад в развитие алмазной отрасли Анатолий Касьяненко получил почетную грамоту генерального директора «Алроса». Пользуясь моментом, бывшие коллеги поздравили семью Касьяненко с золотой свадьбой. Без поцелуев не обошлось. Нина и Анатолий Касьяненко считают себя счастливыми людьми. Вместе прожили 50 лет. Не страшно тебе? Нет, не страшно. Разве мне может быть страшно с тобой? Ты что? Вырастили 2 детей, стали бабушкой и дедушкой. Несмотря на преклонный возраст, остаются романтиками. Моему молодому человеку 72 года. И что вы думаете? Мне? Да. А я смотрю и думаю про кого-то. И что вы думаете? Один раз у нас очень красивый вид с окна, и он часто смотрит с окна. И я говорю, что ты там все время смотришь? А он говорит, а я смотрю на березку и смотрю, как она выросла. Это мы с тобой. Мне так было приятно. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что смотри, ствол один, он сросся, и ствол действительно так в конце расходится, и говорит, там сколько листиков, как и наших лет, которые мы прожили вместе, и они друг друга обнимают. Это же счастье услышать в такие годы тоже такие слова от любимого человека. А секрет семейного долголетия прост, как оказалось. Супруги уверены, нужно уважать вторую половину, уметь прощать и уступать. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К этому часу пока все. О развитии событий расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале.